Дайджест наиболее важных и интересных спортивных новостей возвращается на Репортер KG. Можно наконец выдохнуть. Чемпионат Кыргызстана по футболу вернулся. Это произошло 7 августа. С тех пор было уже сыграно 3 тура, по итогам которых лидером турнирной таблицы является Дордой, действующий чемпион, кстати. Вслед за ним расположились Абдышата и Алга соответственно. Чемпионат пройдет в 2 круга, то есть каждая команда сыграет с каждой по 2 раза. Будем следить, сможет ли Дордой защитить свой титул, или же вершину футбольного Олимпа Кыргызстана займет другая команда. Выставочный поединок двух легендарных боксеров Майка Тайсона и Роя Джонса состоится 28 ноября вместо 12 сентября. Поговаривают, за этот перенос организаторы заработают больше денег. Сборная Кыргызстана по футболу уже не сыграет в этом году. Все дело, конечно же, в коронавирусе. Матчи отборочного этапа чемпионата мира 2022 года и чемпионата Азии 2023 года, которые должны были состояться этой осенью, перенесены на следующий год. Ожидаем оглашения новых дат. Определилась первая полуфинальная пара Лиги чемпионов. 18 августа встретятся ПСЖ и РБ Лейпциг, а сегодня в час ночи по бишкекскому времени за выход в 1/2 поспорят Бавария и Барселона. Послезавтра за право присоединиться к победителю этой пары будут бороться Манчестер Сити и Лион. Финальный же матч ожидается 23 августа. Ну и в конце нашего выпуска новость на тему парламентских выборов, самую актуальную тему на сегодняшний день. Чемпионка мира по борьбе Айсулу Туныбекова заявила, что не собирается принимать участие в выборах в качестве кандидата. Спортсменка сконцентрирована на своем любимом деле и в политику пока не хочет. Оно и правильно, политика подождет, а Олимпиада следующего года, на которую у Айсулу большие планы, нет. На этом все, спасибо за просмотр, ставьте лайк и подписывайтесь на канал Репортер KG. Yeah.